Не в том ли состоит путь Аллаха, великого и славного, чтобы очистить наши грехи и приблизить к себе? Аллах показал путь человечеству, как получить свободу от греха и спастись от ада. Жертва и есть этот путь спасения. Аллах послал нашего повелителя Ису, сына Марьям, мир его нам, чтобы он стал жертвой. Благодаря этой жертве мы можем омыть наши сердца от греха и позора. Именно поэтому пророк Яхия, мир ему, назвал Ису жертвенным ягненком Аллаха, который спасает от грехов. Наш повелитель Иса вел непорочную жизнь, сотворил множество чудес, добровольно отдал свою жизнь на смерть по изволению Всевышнего. В книге Инджил наш повелитель сказал: «Я отдаю мою жизнь, чтобы потом опять взять ее. Никто у меня ее не может отнять. Я отдаю ее добровольно». Инджил, Иоанн 10, 17, 18. Наш повелитель Иса вел непорочную жизнь и умер как мученик, чтобы замысел Аллаха был исполнен, поразить шайтана и показать нам путь приближения к Аллаху. Вот что написано в Коране про потомков Якуба: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». И сказали: «Воистину мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха. Однако они не убили его и распяли, а это только показалось им». Сура Женщины 4:157. Так и есть. Не потомки Якуба убили его, а римляне. Вот что сказано в Инджиле про римских солдат: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». И солдаты взяли Ису и повели. Неся свой крест, Иса пошел на место, называемое Лобным, а на арамейском языке Голгофа. Там Ису распяли, а с ним по обе стороны еще двоих. Иса был посередине. Инджил, Иоанн 19, 16, 18. И в Коране наш повелитель Иса сказал Аллаху: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, когда же ты упокоил меня, ты стал наблюдать за ними. Воистину, ты свидетель всякой вещи». Сура Трапеза 5:117. Его смерть была мучительной. Его избивали, давали пощечины и издевались над ним. Его распяли. Он громко прокричал и умер. В тот момент земля затряслась, камни раскололись, и многие люди опечалились. Религиозные люди пришли и забрали его тело, завернув и положив его в гробницу. А на третий день после его смерти несколько ближайших последователей повелителя Исы отправились к его гробнице. Придя, они обнаружили гробницу пустой. Они удивились и стали спрашивать друг друга, куда могло деться тело повелителя Исы. Вдруг появились два ангела и спросили: «Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет». Всемогущий Аллах вернул к жизни повелителя Ису, и, как сказано в Коране: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного, вот сказал Аллах: О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе, я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, кто последовал за тобой, возвышу до самого дня воскресения». Сура Семейство Имрана 3:55. Аллах могущественнее шайтана и смерти, и поэтому шайтан не смог удержать Ису в гробнице. Аллах всесильный и дающий жизнь. Хвала Аллаху! Ведь вопреки тому, что шайтан хотел, чтобы мы не нашли путь правды и умерли неверующими с неочищенными сердцами, Всемогущий одержал победу над шайтаном, потому что он любит нас и желает, чтобы мы были приближены к Аллаху, и наши сердца были омыты от нечистоты.
Вот почему Аллах показал нам путь, благодаря которому мы можем приблизиться к Нему. Путь Аллаха сегодня — смыть с наших сердец нечистоту? Что это за путь, который приближает нас к Аллаху, великому и славному? Сура Марьям 19:21. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Кто он? Знамение, милость.